Эфир 4 канала працягвае праграма «Галоўнае за тыдзень». У студыі Роман Біч і бліжэйшыя 30 хвілін будзем узгадваць разам галоўныя падзеі адыходзячага тыдня на Брэшчыне. Прамыя тэлефонныя лініі – звыклая форма работы органаў улады са зваротамі грамадзян. На адыходзячым тыдні такіх дыялогаў адбылося некалькі. У аўторак чарговую прамую тэлефонную лінію з жыхарамі рэгіёна правёў памочнік прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, інспектар па Брэсцкай вобласці Анатоль Маркевіч. Больш за ўсё пытанняў на гэты раз тычыліся сферы архітэктуры і будаўніцтва, прывядзення ў належны парадак тэрыторый воінскай славы. Так жыхарка мікрараёна Паўднёвы Брэста паскардзілася на непрэзентабельны выгляд воінскага пахавання, што знаходзіцца ў скверы. Анатоль Маркевіч падзякаваў жанчыне за актыўную жыццёвую пазіцыю і адразу даў даручэнне адпаведным структурам навесці парадак каля абеліска да 3 ліпеня. Звярталіся да памочніка прэзідэнта і з пытаннямі добраўпарадкавання тэрыторый, капітальнага рамонту, правядзення камунікацый у прыватным сектары. Са слоў Анатоля Маркевіча, пытанні, з якімі людзі звяртаюцца на прамую тэлефонную лінію, пастаянна тычацца прыблізна тых жа надзённых пытанняў. Людей интересуют те проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Мы сегодня услышали вопросы, связанные с благоустройством. Очень приятно, что у людей очень хорошая такая жизненная позиция. Люди переживают за то место, где они проживают, их среда обитания. И надо признать, что люди сами тоже активно участвуют и в наведении порядка. Но есть вопросы, которые требуют внимания со стороны жилищно-коммунального хозяйства. И сегодня, обсуждая эти проблемы, мы видим понимание абсолютное. Где-то, может быть, что-то упускается в общем масштабе, но люди подсказывают, и надо очень хорошо и правильно реагировать на эти подсказки. Усяго падчас прамой лініі Анатоль Маркевіч даў адказы на 21 пытанне. Многія з іх былі вырашаны амаль што адразу. Напярэдадні прамую тэлефонную лінію з жыхарамі Брэсцкай вобласці правёў і старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевіч. Дыялог старшыні Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў з жыхарамі вобласці з дапамогай прамой тэлефоннай лініі праходзіць рэгулярна. Тэматыка зваротаў самая розная. Як заўсёды падчас такіх дыялогаў шмат пытанняў бывае па рабоце камунальнай гаспадаркі. На гэты раз іх было 8. Рамонце жылля, будаўніцтва дарог, добраўпарадкаванне тэрыторый. Жыхарка вёскі Сасновай Баранавіцкага раёна Софія Цігунчык звярнулася з просьбай зноў адкрыць у гэтым населеным пункце магазин. Автолавка, якая іх абслугоўвае, на яе думку, не спраўляецца з патрэбамі мясцовых жыхароў. Нам прислали автолавку. Автолавка приходит 2 раза в неделю. Так. Как бы они установили время, вот примерно вторник и пятница, вот примерно в 4 часа. Автолавка никогда вовремя не приезжает. Жители собираются в одном месте и ждут эту автолавку по 2-3 часа. Но в период летнего периода у нас там весь дачи. Из дачи люди тоже приезжали в магазин, было этим дачникам тоже удобно приезжать к нам в магазин. И покуда они проедут по всем, эта автолавка по всем деревням, там сколько она ездит, со все точки, продуктов до конца до всем не доводит. Бывает ни молока, ни кефира. Софья Васильевна, поизучаем этот вопрос. Дадим вам ответ. Брэставчанка Алена Дашкевіч звярнулася на прамую тэлефонную лінію са старшынёй Брэсцкага абласнога савета дэпутатаў ад імя ўсіх жыхароў шматкватэрнага дома па вуліцы Астроўскага. Праблема ў тым, што ўезд у двор, з яе слоў, заўсёды застаўлены аўтамабілямі, а самі пад'езды – сапраўдны прахадны двор для ўсіх жадаючых. Под эту арку все ставят свои машины. Мы обращались и в милицию, и в ГАИ, куда только не обращались. То есть, чтобы нам въехать, допустим, во двор не машиной, к примеру, скорая, потому что машины во дворе мы не ставим, там нет места. Приезжают люди, заставят, загородят проход, и практически проехать невозможно. Домофона у нас никакого нет. Дверь старая. Мы пытались установить на эту дверь домофон. Нет, нельзя, потому что историческая ценность. Хорошо, мы сейчас тогда с коммунальными еще службами переговорим, посмотрим, какие могут быть тут варианты решения вопросов. Калі гаварыць аб актыўнасці жыхароў розных рэгіёнаў вобласці, то на гэты раз больш за ўсё тэлефонных злучэнняў было з Брэста. Многія з праблем вырашаліся амаль што аднамомантна. Былі і больш складаныя, якія патрабуюць часу, каб разабрацца ў стане спраў. Усяго падчас прамой лініі Юрый Наркевіч даў адказы на 18 пытанняў. Многія з іх былі вырашаны амаль што адразу. Юрый Печур, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст». У Пінску на гэтым тыдні ўрачыста адкрылі мост праз раку Піна.
Маштабная рэканструкцыя пуцеправода пачалася ў сакавіку мінулага года. Увесь час будаўнічых работ рух транспарту ажыццяўляўся па часовай пераправе. Рух ужо па новым мосце адкрылі ў красавіку гэтага года, а зараз адбылося афіцыйнае ўрачыстае адкрыццё значнага для горада аб'екта. Распачатая летась рэканструкцыя моста праз Спіну для палескай сталіцы больш чым на год стала самай маштабнай падзеяй. У выніку горад атрымаў істотна пашыраны і эстэтычна аздоблены пуцеправод. Это не только связующая артерия между городом Пинском, Пинским районом и городом Столином, но и это транспортная магистраль между Республикой Беларусь и Украиной. Для города это также и такой объект, который по праву можно отнести к достопримечательностям. Сегодня техническое решение этого моста предусматривает 2 смотровые площадки, с которых открывается прекрасный вид на древний город Пинск. На рэканструкцыю аб'екта з рэспубліканскага бюджэту было выдаткавана 27 мільёнаў рублёў. Сума істотная. Рэканструяваць існуючы, але фізічна састарэлы пуцеправод значна складаней, чым узвесці новы. Необходимо было решить проблему на период реконструкции строительства объездной дороги. Пусть и движение не останавливается, потому что ближайший мост, который есть через Спину, это надо было ехать на Туров через по М10, около 200 километров. И принималось решение здесь построить какой-то временный переезд. Рассматривали, были старые опоры от моста, построенного в 1927 году. Они сохранились. Мы рассматривали вариант строительства временного моста по этим опорам. И потом обсуждали второй вопрос – построить наплавную систему с разводной конструкцией. Выйсце знайшлі ва ўстаноўцы часовай наплаўной сістэмы, якая дазваляла ажыццяўляць пропуск судоў. Яе монтаж і абслугоўванне вяло пінскае прадпрыемства «Днепрабухскі водны шлях». У выніку прынятае рашэнне дазволіла зэканоміць 4 мільёна рублёў. Скараціць змаглі не толькі затраты, але і тэрмін будаўніцтва. Замест акрэсленых 16 месяцаў хапіла 14. Заканчэнне рэканструкцыі моста праз Спіну падзея знакавая не толькі для горада. З яго ўвядзеннем у эксплуатацыю яшчэ адным праблемным аб'ектам у краіне стала меньше. Это один из тех мостов, которые были у нас в первоочередных объектах. Это сооружение закончено, он построен по самым современным технологиям. И я думаю, в ближайших 60-70 лет будет верно служить для пинчан и в целом для транзитных перевозок и иных перевозок автомобильным транспортом. У ближайший час будут завершены работы на мосте праз Днепр у Магілёўскай вобласці. Працуюць мостабудаўнікі сёння і яшчэ на 2 аб'ектах Брэсцкай вобласці. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія Брэст. І яшчэ адно знакавае для Пінска адкрыццё. У скарочаны тэрмін і за аптымальны кошт у палескай сталіцы правялі рэканструкцыю бальнічнага корпуса міжраённага анкалагічнага дыспансэра. Новыя ўмовы паспрыяюць больш якаснаму аказанню медыцынскіх паслуг. Пінская сістэма аховы здароўя паступова мяняе сваё аблічча. Грунтоўных змен нарэшце дачакаўся і бальнічны корпус міжраённага анкалагічнага дыспансера. Установу, якая апошнія 10 гадоў мела істотную патрэбу ў кардынальных зменах, нарэшце летась уключылі ў абласную інвестыцыйную праграму. Дзякуючы гэтаму на рэканструкцыю аб'екта з абласнога бюджэту былі выдаткаваны грошы ў памеры 4 мільёнаў 300 тысяч рублёў. Вопрос повышения уровня качества медицинской помощи онкологическим пациентам города Пинска, он назрел очень давно. И мы комплексно подошли к его решению. И основной идеей была реконструкция существующих 2 зданий онкологического диспансера, соединив их переходной галереей, мы добились цели объединения их в единый медицинский комплекс. Заказчикам проекта рэканструкцыі выступіла мясцовае ўпраўленне капітальнага будаўніцтва, падрадчыкам Пінскае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне. Вось так корпус, дзе некалі размяшчаліся 3 аддзяленні другой пінскай гарадской бальніцы, выглядаў яшчэ ў канцы лістапада. Ужо вясной работы на аб'екце паскорылі. З-за хуткага распаўсюджвання каранавірусу дзеля папярэджання магчымага недахопу месцаў для хворых было вырашана максімальна наблізіць тэрмін здачы аб'екта ў эксплуатацыю. Сёння, па словах медыкаў, патрэбы ў дадатковых ложках для хворых на COVID-19 ужо няма, а гэта значыць, што ў бліжэйшы час корпус прыме профільных пацыентаў.
У двухпавярховым будынку разместится прыёмнае аддзяленне хірургічнае з аперацыйным блокам і палатамі інтэнсіўнай тэрапіі, а таксама хіміятэрапеўтычнае аддзяленне. У новы корпус будзе пераведзена і неабходнае абсталяванне. У старым будынку разместится аддзяленне дыягностыкі, радыялогіі, з будынка пад знос пераедзе адміністрацыя. Параллельна будзе вырашацца і пытанне аб удасканаленні існуючай тэхнічнай базы. Тяжелое оборудование, так называемое рентгенологическое, это и рентгенотерапевтический аппарат для лучевой терапии, который входит в план поставки, централизованный за республиканский бюджет. Это и короткофокусный аппарат, это и мамоскан для скрининга рака молочной железы, также ультразвуковой аппарат. Это все оборудование входит в комплексный план. Что-то планируется поставить в этом году, что-то перенесено в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией на следующий год. Поэтому однозначно оборудованием данный филиал будет укомплектован в процессе в течение этого года и следующего. Комфортные умовы плюс дакладная дыягностыка і кваліфікаванае лячэнне. Такі комплексны падыход паспрыяе не толькі якаснаму аказанню паслуг грамадзянам Беларусі, а менавіта жыхарам Пінскага, Іванаўскага, Лунінецкага і Столінскага раёнаў, але і дасць магчымасць ажыццяўляць медыцынскі экспарт. Магчымасцямі дыспансера ўжо актыўна цікавяцца грамадзяне Украіны і Расіі. Адкрыццё абноўленага корпуса пінскага анкалагічнага дыспансэра падрабязней абмяркуем зараз з намеснікам загадчыка пінскага межраённага анкалагічнага дыспансэра Ириной Осадчук. Здравствуйте, Ирина Михайловна. Здравствуйте. Итак, помимо, конечно же, новых возможностей сегодня, новых условий для работы медицинских работников, а также более современных и комфортных условий для пациентов, какие еще, скажем, новые возможности появились у пинского онкологического диспансера? Может быть, оборудование новое какое-то также поступило? Дело в том, что разработан комплексный план социально-экономического развития города Пинска на 2018-2020 годы. И в рамках этого плана предусматривается поставка оборудования, в том числе и для Пинского межрайонного онкологического диспансера. В рамках этого плана мы уже получили 2 гемодинамических монитора, аппарат искусственной вентиляции легких, и планируется поставка в этом году аппарата мамоскан для обследования молочной железы, аппарата близкофокусной рентгенотерапии и ультразвукового аппарата. И, конечно же, для установки нового оборудования должны быть соответствующие условия. Около 3 недель назад на базе нашего поликлинического отделения открылся кабинет компьютерной томографии, где был установлен новый рентгеновский компьютерный томограф. Планируется продолжение реконструкции, потому что данный объект – это как первый этап, и в том числе уже на 2-м этапе и в реконструированном здании планируется установка нового гамма-терапевтического аппарата для проведения лучевой терапии онкологическим пациентам. Но вообще сколько районов Брестской области находится, если можно так сказать, в зоне обслуживания именно Пинского онкологического диспансера? В зоне обслуживания Пинского онкологического диспансера находится город Пинск, Пинский район и прилегающие районы. Это Ивановский район, Лунинецкий и Столинский район. Это приблизительно где-то 390 тысяч населения. Если сегодня говорить о непосредственно ситуации с онкологическими заболеваниями, то как она выглядит именно непосредственно вот в зоне ответственности вашей? Что касается заболеваемости в зоне обслуживания нашего диспансера, мы не становимся исключением в принципе, по ситуации в Брестской области и вообще в Республике Беларусь, потому что заболеваемость онкологическими заболеваниями, она растет. Она зависит от многих причин. Во-первых, население становится у нас старше. Также хочется отметить, что заболеваемость растет отчасти и от того, что улучшились диагностические возможности в том числе. Ну, их стало проводиться больше, Их стало больше проводиться. Вот в зоне обслуживания наших районов, в Лунинецком районе уже имеется компьютерный томограф. По вот имеющимся у меня данным, должен быть в строй введен в июле, в августе компьютерный томограф в Столинском районе. То есть диагностические возможности медицинских учреждений и доступность населению стала выше. Поэтому... И выявлять стали больше. Поэтому стали больше выявлять.
Отчасти еще заболеваемость растет и от того, что в республике работают скрининговые программы. Это 4 скрининга по раку молочной железы, раку предстательной железы, раку шейки матки и колоректальному раку. То есть это выявление заболевания на стадии предопухолевых заболеваний и на ранних стадиях. Если сегодня говорить о методах лечения онкобольных, насколько они, скажем так, действенны и современны, если говорить про именно ваше учреждение, Пинский онкодиспансер? То, что касается онкологической службы, у нас есть уровни оказания помощи. Есть уровень межрайонного онкологического диспансера, есть уровень областного онкологического диспансера и есть уровень РНПЦ. Онкологии, уровень республиканский, онкологии, метродиалогии. И в зависимости от этого у нас разделяются потоки пациентов, то есть задача общей лечебной сети, если у них есть подозрения или они выявить, направить к нам. И мы в связи, значит, в наших возможностях мы определяем, устанавливаем диагноз, устанавливаем стадию, и дальше в зависимости от локализации опухоли, вида опухоли, мы пациента или оставляем на лечение у себя в диспансере, или направляем на областной или республиканский уровень. Вот, например, если говорить о раке щитовидной железы, то все пациенты лечатся в республиканском центре рака щитовидной железы. Вот, поэтому то, что касается уровня нашего диспансера, то у нас проходят пациенты лечение с раком молочной железы, раком кишечника, раком желудка, раком предстательной железы, системные заболевания. Можно ли выделить несколько основных причин, по вашему мнению, вот сегодня, которые провоцируют онкологические заболевания? Понятное дело, что где-то и Чернобыль повлиял в свое время, и сегодня эти отголоски доносятся, и заболеваний больше. Понятно, что и курение, всем известно, что также провоцирует онкологические заболевания. Но какие еще, возможно, скажем, негативные влияния, которых человек, возможно, получает каждый день, и не зная, не понимая этого? Но дело в том, что здоровье человека от врача зависит где-то в районе 10-15%. На все остальное он зависит от условий проживания и образа жизни. На сегодняшний день в республике отмечается рост заболеваний полости рта. И мы это видим. И отчасти вот то, что вы отметили, что это пациенты, которые много курят, которые не соблюдают элементарные нормы гигиены, то есть чистка зубов, поход к стоматологу, это, наверное, что-то... Первостепенные вещи, которые должны это выполнять. То есть для этих людей, для этих категорий людей эти вещи, они просто, наверное, еще неприемлемы, но в то же время они пациенты, и мы их учим, говорим. Многие после того, как побывают у нас на лечении, отказываются от курения, часто способствует и злоупотребление спиртными напитками. И все вот эти вот причины все вместе, а соответственно образ жизни и образ питания, который тоже влияет на функционирование этого организма, все это в общем и целом оказывает свое влияние. Как вообще в целом необходимо проводить обследование организму здорового человека, который, в принципе, не чувствует никаких, возможно, заболеваний по своему, скажем, внутреннему ощущению? И нужно ли проходить вот просто так внеплановое обследование? Вот как вы считаете? А что человека должно засторожить и подумать о том, что необходимо все-таки обратиться к врачу и пройти обследование? Большинство пациентов наших, они чувствуют какие-то симптомы, изменения в организме, и часто они даже могут, не совсем точно, они могут определить, что их беспокоит. Поэтому регулярное рентгенологическое обследование легких, потому что, в принципе, заболеваемость раком легких у мужчин, да и сейчас у женщин, потому что достаточно много их курящих женщин, это актуально. Конечно, осмотр женщины гинекологом, это тоже очень актуально, потому что масса заболеваний,
такие как эрозия шейки матки, полипы, какие-то другие воспалительные заболевания хронические, они в конце концов могут привести к нашему заболеванию. Поэтому осмотр гинеколога – это тоже очень необходимо. Плюс мы достаточно широко нашим пациентам, но они, конечно же, уже и родственникам, и окружению говорят, что, в принципе, самообследование молочной железы тоже необходимо проводить. То есть человек должен немножко сам тоже следить за своим здоровьем. И если доктор рекомендует осмотр регулярный, то его нужно проходить. То его нужно проходить. Что же, спасибо вам за беседу. Еще раз в вашем лице поздравляю весь коллектив Пинского межрайонного онкологического диспансера с более комфортными и современными условиями труда. Ну и уверен, конечно же, что сейчас и выздоровевших будет гораздо больше. Мне тоже хочется очень надеяться. Нагадаю, адкрыццё пасля рэканструкцыі і работу ў новых умовах Пінскага міжраённага анкалагічнага дыспансэра абмяркоўвалі з намеснікам загадчыка гэтай медыцынскай установы Ірынай Асачук. Галоўнае за тыдзень у эфіры чацвёртага, і мы працягваем. Інавацыйныя інфармацыйныя распрацоўкі ў дапамогу медыкам, якія працуюць ва ўмовах каронавірусу. Спецыялізаваны софт ствараюць брэсцкія праграмісты. Ён дазваляе скараціць час знаходжання медыкаў у так званых брудных зонах і паменшыць папяровы дакументаабарот. Если мы зайдем в панель работы реаниматолога, да, вот реаниматолога, его рабочей панели, мы все разбили по ролям. У всех есть роль. Вот видно, что сейчас его вызывают в первое отделение пациента, его показатели, все сигналы медсестра и то, что ему сейчас вызывает. Он может нажать кнопочку «Я пошел», вот, и когда ему вызывают реаниматолога, он говорит: меня сейчас добили. Ну, вот я пошел и пошел к нему. Здесь может, допустим, по первому отделению взять раз, два, три, четыре, пять человек, взять, говорит: я пошел к ним. Уже другой врач уже понимает, что эти пациенты уже разобраны, но надо посмотреть эти пациенты, эти проверить. Вось так амаль што онлайн-рэжыме сістэма дазваляе сачыць за станам пацыентаў. У праграме дасканальна прапісаныя лічбавыя кабінеты кожнага з супрацоўнікаў. Пры дапамозе тэрматрансфернага друку на прабірках размяшчаюцца штрых-коды, у якіх прапісаны назначэнні, аналізы і дадзены пацыентаў. Комплекс гэтых мер дазваляе знізіць дакументаабарот паміж зонамі стацыянара і лабараторыямі, а таксама знізіць час знаходжання спецыялістаў у так званых брудных зонах. Врач приходит с планшетом. Мы внедрили туда голосовой набор, то есть не снимая перчаток или каких-либо там каких-то манипуляций, он подходит к пациенту, производит осмотр, голосовым текстом набирает то, что нужно, система распознает его голос, заполняет дневник наблюдения или какой документ медицинский и сохраняет в системе. Распрацоўкай ужо актыўна карыстаюцца ў Брэсцкай цэнтральнай гарадской бальніцы і бальніцы нумар 2, а таксама ў некаторых дыспансерах не толькі абласнога цэнтра, але і краіны. Распрацоўшчыкі ўпэўнены, што яе ёсць будучыня і пасля пандэміі. Разработка программного обеспечения у нас происходит в непрерывном процессе. Мы постоянно держим на пульсе все требования врачей, а также требования министерства нашего. Дописываем модули, дописываем интерфейсы, дописываем новые функции, добавляем, следим за законодательством. Падчас пандэміі установы аховы здароўя сістэмай карыстаюцца бясплатна. Евгения Мороз, Сергей Матвейчук, телерадиокомпания «Брест». Падзяліцца жыццём – высакародная справа. Сёння ва ўсім свеце адзначаюць Дзень донара крыві. Даведацца пра тое, колькі сёння людзей, якія добраахвотна і бязвыплатна здаюць кроў, наша здымачная група адправілася ў абласную станцыю пералівання крыві. Працэдура здачы крыві Сергей Заботнаў знаёмы вельмі добра. Мужчына праходзіў яе ажно 275 разоў. Высакародная справа даўно стала часткай жыцця. Когда первый раз пришел, одному человеку стало плохо, механик всех собирал. Кто есть желающий, поехать сдать. Ну вот, и с этого начал сдавать. И по сей день. Іван Малахаў не пачуцца ведае пра тое, як важна быць неабыякавым да чужой бяды. Мужчына ў рэжстанцыі хуткай медыцынскай дапамогі. Кроў здае пастаянна і таксама з'яўляецца ганаровым донарам. Але на гэты раз Іван Малахаў прыйшоў здаць плазму. Мужчына перахварэў каронавіруснай інфекцыяй і зараз яго кроў павінна дапамагчы тым, хто змагаецца з COVID-19. Сейчас выполняю свою функцию донорскую. Еще моя плазма уже ковидная, так как я переболевший ковидом. Достаточно безболезненная процедура.
Отличный персонал, девочки отлично колют, смотрят потом нас достаточно, там полчаса мы выжидаем времени. То есть в плане страха, если вот этой самой манипуляции, то не стоит бояться. Вот. Ну а решение стать донором или не стать, наверное, надо принимать каждому индивидуально. Средний ўзрост добровольцев сдать кровь 35-40 годов, плазму 25-30. Безвыплатных доноров зараз стало значно больше. В среднем в день на станции приходит 50-60 человек доноров крови и 35-40 человек доноров плазмы. Доноров у нас достаточно на данный момент. Крови мы обеспечиваем в полном объеме все больничные организации, от которых нам поступает заявка на кровь. Люди уже осознали важность и необходимость. Ну и, конечно, совместно проведенная работа нами, организациями здравоохранения, руководством нашим. Вот таких результатов мы достигли. С початку года кровь в установе аховы здоровья сдали 3570 человек, плазму 446. И гэтыя лічбы кажуць про неабыякавасць и спагадливость брастаўчан. София Бережная, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». Дзяржаўна-прыватнае супрацоўніцтва ў сацыяльнай сферы. Кампанія «Санта-Брэмер» зрабіла падарунак маленькім жыхарам вуліцы Маскоўскай абласнога цэнтра. На гэтым тыдні ў двары ўсталявалі сучасны спартыўна-гульнявы комплекс. Тое, што пляцоўка карыстаецца асаблівай папулярнасцю ў наведвальнікаў, відавочна адразу. Гульнявое спартыўнае абсталяванне дазваляюць праводзіць тут вольны час і самым маленькім, і дарослым. Вот эту хорошую площадку такую сделали, для деток надо. Потому что детки растут, развлекаться где-то надо. И вот мы пришли, скажи, меня зовут Кирюшка. Во время летних каникул я хочу тут играть, веселиться. Тут можно тренироваться и гулять. Тут много друзей, можно заводить друзей. И тут красиво и классно. Слава падзякі ўрачысты момант пераразання чырвонай стужкі адкрыцця комплекса адбылося. Такі падарунок гораду компания «Санта-Брэмер» зрабіла не выпадкова. Это действительно родной двор, и заехав сюда, я увидел там старые выбивалки, увидел двор, на самом деле запущенный, и я вспомнил те времена, когда здесь были живые детские голоса, когда тут реально двор кипел, что называется. Ну и я верю в то, что можно что-то изменить, если чего-то захочется. Ну и слава богу, что для этого у меня есть возможности. Вторая задача, потому что проехав по району, это привлечь в принципе внимание властей и людей к старым микрорайонам. За мінулы год у галіне сацыяльнага накірунку дзяржаўна-прыватнае супрацоўніцтва рэалізавала некалькі праектаў. Вялікая дзіцячая пляцоўка з'явілася на Набярэжнай і каля фізкультурна-аздараўленчага комплекса. Дзіцячы кластер створаны ў парку Мира. Ёсць і планы на будучыню. Совместно с банковскими учреждениями реализован такой проект по установке детских площадок. Вот это, к примеру, возле физкультурно-оздоровительного комплекса, в детском городке на улице Васнецова, на Набережной, на микрорайоне Дубровка. Также совместно с Федерацией футбола мы реализуем ряд проектов размещения именно на школьных территориях спортивных площадок по мини-футболу. К примеру, такие площадки же у нас реализованы в гимназии номер 6 города Бреста, в 20-й школе города Бреста. Также на стадии завершения уже такая площадка у нас в 24-й школе. Разом з кампаніяй «Санта-Брэмер» плануецца размяшчэнне такой спартыўнай пляцоўкі па міні-футболу яшчэ ў гімназіі номер 4. А зараз у цэнтры ўвагі, кажуць у кампаніі, дапамога медыкам. В сегодняшнее время, то, наверное, приоритет для нас сейчас это помощь медикам. И мы вместе с облздравотделом решаем вопросы, которые возникают у наших областных и других больниц с точки зрения как раз помощи и борьбы с ковидом. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест». Атэстаты аб сярэдняй адукацыі ў Брэсцкай вобласці сёлета атрымалі больш за 9,5 тысяч выпускнікоў. На гэтым тыдні па ўсёй краіне адбыліся выпускныя балі. За неспрыяльныя педабстаноўкі прайшлі яны не так маштабна, як у папярэднія гады, аднак не менш урачыста. Нягледзячы на неспрыяльную педсітуацыю, многія дзяўчаты і хлопцы цвёрда вырашылі іх выпускному балю быць па ўсіх канонах. Прыгожыя сукенкі, абцасікі, макіяж, прычоскі, касцюмы, гальштукі і бабачкі. Сёлета ў гімназіі номер 1 Брэста 90 выпускнікоў, 16 з іх атрымалі залатыя медалі і 1 сярэбраны. У настаўніцы замежнай мовы Юліаны Рублеўскай першы выпуск, а таму гэты дзень для яе асабліва важны і вельмі адказны.
Мы все переживаем, чтобы у наших детей все получилось. Очень хочется пожелать им искренней удачи, успехов, чтобы поступили в те вузы, которые задумали, чтобы успешно сдали централизованное тестирование. Наш класс довольно сильный, у нас 6 медалистов. И вообще ребята очень хорошие. Желаю всем оставаться людьми, потому что неважно, какую профессию выберет выпускник, главное, чтобы он оставался человеком. Выпускны баль 2020 адназначна не забыў, но упершыню на такім мерапрыемстве не дазволілі прысутнічаць нават бацькам. Усё дзеля бяспекі і прафілактыкі распаўсюджвання COVID-19. Але затое вялася прамая трансляцыя ў Instagram. Спасибо большое гимназии. Мы очень рады, что мы тут учились, мы поступали, старались. Это очень радостное событие для меня и для моей семьи. Ребята все старались, все хорошо сдали экзамены. Ну, теперь я желаю, чтобы они поступили туда, куда они хотят. Надвор'е таксама вырашыла ўнесці свае карэктывы. Песні, словы развітвання і вальс пад дажджом. Он был очень радостный, и я его очень ждала на протяжении всей моей учебы в школе, потому что он такой последний, самый такой яркий. И сейчас дождь, и вот вальс под дождем, и очень радостные эмоции, то есть никакой грусти нет. Всегда видела красивых выпускников, эту атмосферу, этот праздник. И я всегда ждала, что вот скоро будет мой день, и скоро на меня будут все смотреть, я буду в центре внимания. Это часть моей жизни, и она уходит как бы в закат, и это на самом деле немного даже печально, потому что, конечно, хочется, чтобы близкие люди оставались всегда рядом. Усяго в области 761 залаты медаліст і 41 сярэбраны. 24 выпускніка сталі пераможцамі заключнага этапа рэспубліканскай алімпіяды. 1 міжнароднага конкурса экалагічных праектаў у Бразилии. Хотелось бы им пожелать всем здоровья, получить свои заветные баллы на централизованном тестировании, чтобы их все мечты сбылись. И, конечно, самое главное, чтобы они стали достойными гражданами своей замечательной страны. А вось у школьнікаў самая цудоўная пара – летнія канікулы. У Брэсцкай вобласці ў летніх аздараўленчых лагерах сёлета адпачнуць каля 24 тысяч дзяцей. 9 тысяч чалавек будуць аздараўлівацца ў кругласутачных летніках. Яны пачнуць працаваць на наступным тыдні. У прышкольных лагерах адпачнуць 15 тысяч дзяцей. Яны ўжо працуюць. Сёлетняя арганізацыя летніх аздараўленчых лагераў праходзіць па заяўным прынцыпе ад бацькоў. Педагогі прытрымліваюцца часовых метадычных рэкамендацый па прафілактыцы распаўсюджвання і заноса COVID-19 ва ўстановы адукацыі. Главным управлением совместно с заинтересованными разработаны рекомендации по мероприятиям для безопасного нахождения ребят. Отряды не более 15 человек, будут проводиться санитарно-эпидемиологические мероприятия. Рекомендовано все массовые мероприятия, именно отрядные, проводить по погодным условиям на свежем воздухе. Рекомендовано также воспитательные мероприятия типа экскурсии проводить в виртуальном виде. Усяго сёлета плануецца аздаравіць каля 24 тысяч дзяцей в области. З іх 9 тысяч на базе кругласутачных, 15 на базе дзённых лагераў. Наведвальнікі аздараўленчага лагера «Вясёлка» пры абласным цэнтры маладзёжнай творчасці 70 дзяцей ад 11 до 14 гадоў. Напружная эпідэміялагічная сітуацыя на іх настрой не паўплывала, а толькі стала нагодай для правядзення амаль усіх заняткаў на вуліцы. Актыўныя прагулкі спалучаюцца з заняткамі па 5 профілях. Все профили, которые у нас есть, в основном представлены в лагере. Это как бы у нас завершение учебного года в оздоровительную кампанию. И в первая половина дня каждый отряд занимается по своему профилю. Ежегодно мы что-то добавляем, меняем профили. Ребята приходят новые, взрослеют. И родители уже, кто был хотя бы один раз, стараются, чтобы их ребенок попал к нам в лагерь. Кто ходит у нас, занимается в объединениях, они же потом летом здесь отдыхают. Праца, творчасць і актыўны лад жыцця не прыпыніліся летам і ў Дамачаўскай сярэдняй школе. Тут 3 лагеры. Для кожнага свая праграма, асобнае месца для актыўнасцяў, каб атрады не сустракаліся. Гэта адна з мер па папярэджанні распаўсюджання каранавіруса.
С самого утра у нас в обязательном порядке осуществляется прием детей и термометрия. В обязательном порядке у каждого ребенка есть медицинская справка, заверенная в учреждении здравоохранения, опять же, с отметкой о том, что ребенок не является контактом первого уровня. Мы стараемся дистанцировать детей. В 9:15 у нас завтрак. Завтраки, опять же, обеды и полники у детей происходят с интервалом 40 минут. Адным по душе крэатыўныя заняткі, дзе можна паспрабаваць сябе ў ролі рэжысёра. Другія не ўяўляюць жыцця без спорту, а хтосьці вырашыў правесці канікулы з карысцю і атрымаць заробак. Работа, я понял, что легкая, несложная, можно работать. Условия созданы. Отличная работа. Я уже тут второй год. Я сужу по прошлому году. Мне очень понравилось, потому что я тут и работаю, и заодно еще получаю деньги. Мне нравится заниматься баскетболом. У меня здесь есть такая возможность. Здесь очень здорово, интересно заниматься. И с пользой провожу свое время. Выкананне мер бяспекі і пільны нагляд за здароўем – залог добрага летняга адпачынку. Тыя, хто ўжо стаў наведвальнікам летніх лагераў, у гэтым перакананы. Дзяна Мішчук, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст». Вось такім, як заўжды, даволі насычаным выдаўся гэты тыдзень на Брэшчыне. Спадзяёмся, наступны таксама будзе багатым на добрыя падзеі. На гэтым усё. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.